Осторожно, мошенники! Акция с таким названием прошла в Нерюнгре. В разъяснительных целях сотрудники полиции провели опрос информативности среди населения о действиях мошенников в интернете и по мобильной связи. Подробности расскажет Александра Цыбикова. Мошенники весьма изобретательны и каждый раз придумывают новые способы обмана и хищения денег у граждан. На их уловки попадаются не только доверчивые в силу возраста пенсионеры, но и молодое социально активное население. Как показывает анализ регистрируемых преступлений, совершенных с использованием телекоммуникационных технологий, по итогам первого квартала 2018 года на территории нашего района происходит увеличение преступлений на 16,7%. Нерюнгринская полиция приняла меры профилактики в виде акции «Осторожно, мошенники», в которой приняли участие оперативные работники. Как выяснилось, большинство нерюнгринцев уже сталкивались с подобным родом мошенничества. Мне позвонили с мегафоновского номера незнакомого и сообщили, что мой сын попал в милицию из-за неосторожной драки, человек при смерти. Якобы следователь давал мне настойчиво номер карты сбербанковской, куда нужно перевести срочно деньги, чтобы это дело не возбуждать. Я выложила шубу на продажу через Авито. Мне поступил звонок, буквально на следующий день. Позвонили, сказали, что хотят приобрести там для дочери друга или кого-то там, не помню уж точно. Сказали, что сразу сейчас прям переведут денежные средства, но потом начались проблемы, что карта валютная, что что-то у них не получается. Попросили к терминалу подойти, выполнить кое-какие действия. Но, к счастью, я сразу поняла, что что-то здесь не так. Более технически сложные способы мошенничества, например, внедрение в оперативной системы мобильных устройств вирусных программ. Попадая в гаджет, на котором установлен мобильный банк, вирусы перенаправляют деньги. Первый признак, что такое произошло – перестает работать мобильный банк. Чтобы не стать жертвой мошенников, самое главное – не терять бдительность и следовать простым правилам. В первую очередь, ни при каких обстоятельствах не сообщать незнакомым людям банковские реквизиты принадлежащих вам пластиковых карт и счетов, свои паспортные данные, любые пароли, пин-коды и иную конфиденциальную информацию. Хочется отметить, что современные мошенники предпочитают действовать дистанционно. Поймать их быстро не получается, потому что в основном они действуют в других регионах. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри.